مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين И пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Я буду ждать у моста Сират на тот случай, если у кого-нибудь из моих последователей возникнут трудности с пересечением этого моста. Посмотрите на милость посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Посмотрите, как он заботится об умме. Но сегодня умма абсолютно не думает об этом, забывая о том, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в день суда, в очень тяжелый для нас день, будет ждать свою умму у источника, у весов и у моста Сират. Большинство мусульман, вставая утром, идут в ванную и спускают свою бороду в водопровод, и они не испытывают ни грамма стыда. А ведь это сунна Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Ни разу в своей жизни наш любимый пророк, да благословит Аллах его и да приветствует, не позволял бритве касаться своего великолепного лица. И этим сегодня занимаются мусульмане. Они хотят выглядеть как хорошо вычищенная картошка. Как хорошо вычищенная картошка. Сбривают волосы на голове и на лице. Брить голову стало модой в наши дни. Раньше люди чувствовали себя неловко, если у них была побрита голова. Но сегодня это модно. Сбривают волосы на голове и на лице и выглядят как хорошо вычищенная картошка. Сунна пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Сунна всех пророков, сунна всех сподвижников, всех аулия и большинства ученых. И сегодня мы живем во времена такой фитны и нечестия, что даже некоторые ученые следуют этой фитне. Но в Египте и во многих других странах вы можете найти ученых, следующих сунне ношения бороды и в наши дни. А ведь это одна из любимых сунн пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. И это ваш помощник в борьбе против шайтана и грехов во многих случаях. Например, если ты идешь по улице и держишь девушку за руку, ты дважды подумаешь перед тем, как сделать это. Она даже может быть твоей женой, но ты не захочешь, чтобы кто-то сказал о тебе: «У этого человека нет совести. Смотри, он идет по улице с девушкой за руку». Это научит тебя скромности. Или когда выходит новый фильм, и все люди стоят в очереди, а ты, человек с бородой, хочешь пойти и посмотреть последнюю часть Гарри Поттера, то ты не захочешь, чтобы все люди в очереди глазели на тебя. Или стоя в очереди в ночной клуб или казино, если у тебя есть борода, поверь мне, ты будешь самым последним, кого захотят увидеть в этом заведении. Поэтому борода и будет твоей защитой против шайтана. Она убережет тебя от 1001 греха. И если ты хочешь носить бороду, то носи ее в этом мире, ибо в раю, да соберет нас Аллах всех там, не будет бород. Тем, кто справился со своим испытанием в этом мире, совершал благие дела и носил бороду, Аллах дарует красивое, блестящее лицо. Их лица будут такими гладкими и мягкими. У человека не будет волос нигде, кроме головы. Если ты хочешь выглядеть красиво, то рай – это место, где выглядят красиво, а не этот мир. И если кто-то хочет выглядеть красиво в этом мире, то его красота будет заключаться в том, чтобы выглядеть подобно Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует. И пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, дарует шафаат тому, кто следовал за его сунной.